7:30 время. 7:30 занимаюсь своими делами. Короче, вот вчерашняя работа у меня тут. Сейчас еще будет протекать вот тут. И пошло-поехало, и там канал. Дополнительно еще здесь я. Этот, как его, порыл. Спилил дрова. Ну так оставлю здесь, на всякий пожарный. И тут еще немножко, ну, канаву тоже сделал. И там береза. Там береза я спилил. Хотел повалить вот эту березу, думаю. Самая это она слишком толстая, блин, возиться тяжелый. Не хочу. И на глаза попались вот эти. Здесь у меня валежник лежал. Тоже не раз переходил, когда за дровами ходил. Короче, вот в таком состоянии оставляю. Чуть-чуть гниловатые, но крепкая еще береза. Вот тут она лежала, а здесь. Там еще чурка осталась, камля. Где-то 2 метра. Пускай лежит в будущем году. Знаете, вон там еще береза. Ломаются, они ломаются и так гниют. А для того, чтобы подкидывать, хоть и сырые, они хорошо горят. Ну да. Но это первоначально мне хватит, если я пешком сюда приду. Пешком, если приду. Вот эти дрова мне хватит и те дрова. А там уже, когда зимой, если на буране приеду, то уже, как сказать, если на буране приеду, значит я возьму пилу и по-новому уже буду заготавливать где-то. Ну, сосняки вон там стоят. Нормально все. Без дров не останемся. Камушка, между прочим, здесь очень много камней. Вон там 3 булыжника нашел, и с той стороны один. Один вообще здоровый как-то. Когда вот я здесь рыл, вот тут, наверное, было камень такой огромный лежал. Не знаю почему. Глинистое место, может, из-за этого. Вон он. Очень большой. Не маленький. Это что там? Тулан что-то там ломает. А, вон, с бутылкой ходит. Вот, блин. Всю мусорку поднимает. Он ломает. Хрустит бутылкой. Вот. Ну все. Пока вот этим я занимаюсь. Погода, как видите, вон какая. Мелкий снежок, но уже превращается потихоньку в дождь. У меня рябины. Вон. Рябины я сейчас угощение оставил для птиц. Так что они с голоду не подохнут. Первое время тоже. Вот и все дела. Ну все. Буду собирать вещи и сматывать удочки, можно сказать. Почти уже все убрал. Ну ничего, уже не осталось. Сходил к речке один раз. Ну, рюкзак, там, пилу, еще сумка была. Один раз перетащил, в общем, вещи. И вода прибыла, между прочим, очень много. Где-то за 2 суток, где-то полметра, наверное, вода пришла. Так что плыть будет. Ну, большая вода, в общем, хорошая. Доедаю творог. Литровая банка привозил. И доедаю. А кашу уже дам собакам. Я полбуханки им дал сейчас этот хлеб. Там драка была у них, я не знаю кто кого, но вышел там у Тулана уши. Короче, Айда опять пизды дал ну, как сказать. Надрал задницу Тулану, в общем. Надрала. Всегда дерутся. Я не знаю, территорию на не делят или фиг знает. Что-то к избушке вообще Айда не подпускает Тулана. Рулит вообще Айда. Ну, ее я каждый вечер отпускаю. Здесь она балдеет всю ночь. Вот и Тулана не подпускаю, чтобы уже... А вдруг я поменяю мнение и Тулан будет здесь лежать, я отпущу. Ну что-то у них
разборки какие-то есть, но пускай разбираются, это их дело. Сейчас я им кашки еще дам, и посуду помою, еще один рейс схожу, ну, еще мешок, там ведро, 2 ведра, в принципе, 2 ведра, мешок надо отнести. И чтобы уже третьим разом я уже только ружье взял, свой карабин, и этот, как сказать, одеться уже одетым, ты идешь там по-зимнему, жарко становится, когда ты по-зимнему одеваешься и вещи перетаскиваешь. Там уже заготовил дрова на 2 затопки, можно сказать, в коридоре дрова. В общем, все нормально, как всегда. Вот. Даем творог, попью чай, все убираем и валим отсюда, ребят. Вообще валим уже на лыжах, придем сперва на лыжах, а потом посмотрим. Вот, ребята, смотрите, чага, которая, я обрабатывал там, лишнее убрал, все это дело, вон подсушилось, слишком уже пересохло, вон там трещины пошли. Я снял на печке там, над печкой вообще он был, сушился и высушил вообще. И это я тоже шкаф сюда поставил. Тут какому путнику. Тут, в принципе, и чай, остатки там есть. И чагу я еще оставлю. Вдруг кто-то заварит. Домой не буду увозить. Пускай здесь будет. Макароны. Это уже показывал не раз. Все как обычно. Там конфеты, сушки, спички. Несколько пачек там оставил. Соль. И макароны. Еда все есть. Там пшено. Сода. Так, самое основное у меня все есть. Вдруг кто-то с голоду умирает. Потихоньку идет дождь. Так, температура пока нулевая, в общем. Да, нулевая пока. Нормально. Вон сколько каши у меня еще осталось, вообще мало ем. И собакам еще накрошу хлеб. И будут они сыты. Поедут сытыми. Там им воду добавлю и такой супчик. Кашно-хлебный суп будет. Слушай радио. Я уже наелся, все. Вот так. Все. Полная кастрюля. Еще воду добавлю. И наполовину им дам обеим собакам. О, как штормит. Гудит лес. Мангал отсюда убрал, вон туда поставил. Чтобы не мешалось, если на буране там буду ездить или кто приедет. Как сказать. Что? Все вообще. Собаки кушают. Погода гудит. Все, лес гудит. Вчера отличная погода, безветренная была вообще. Даже громульки ветра не было. А сегодня вон как. Все покушают и уберу у них эту посуду. Больше сегодня уже кормить не буду, только дома. Домой приедем, там еще накормлю. И они сутки будут спать. Это 100%, сутки они из будки не выйдут. Может и 2. Потом уже начнут как-то лаять, там кого-то замечать. А сейчас они домой приедут, они будут отходить от всей этой таежной суеты вообще. Устали тоже. Сколько уже бегали. Так, они кушают. Сытые, довольные, поедут домой. Тула, айда. Эй. Тут чуть-чуть еще осталось. Сейчас полосну. Ну все, ребят, я собрался. Дрова есть. Посуда есть. Так.
матрас для отдыха тоже есть. И вот отодвинул стул. Не знаю, посмотрим, смогут, нет мыши там залезть на стол, потому что я все здесь как бы скользящий материал прибил. И здесь, и тут мышеловка там стоит. Ну, если только где-то с потолка они спустятся, но тут вряд ли они поднимутся. Все вещи я собрал. Спасибо этому дому. Пойдем к другому дому. И тут у меня еще рюкзак и ружье. Ну, в принципе, там еще штатив с ведром. Все. Больше ничего я не оставил. Я уже 2 раза сходил к речке. Тулан весь в крови. Короче, айда территорию делят они. Туда. Сейчас покажу ушки у него. Скоро порвет у тебя уши, айда. А? Ну-ка покажи. Андрей. Не показывает. Туда. Ай. Андрей. Вот. Рана такая, как дробинкой пробила. Вон такая рана. Ну, Энли, успокойте. Смотри. Видели? Ну, когда ушки стоят, можно еще посмотреть. А так, смотрите, погода вообще метель. Штормит. Все, вроде амбар закрыт, баня закрыта, изба. Все, короче, оставляем. Все чисто, в чистоте, в порядке. И посуду я убрал у собак. Айда, ну ты злюка, блин. Зачем ребенка трогаешь? Он же малыш еще. Скоро будет отвечать. Имей в виду. Еще он даст тебе ответ. Да? Да. Ой, Тулан. Вот так. В общем, сейчас я одену эти. А сам оделся возакам. Везет мне с погодой, когда я еду домой, она опять придется так. Неприятная такая погода, но что поделаешь. Ехать надо. Где-то 5 минут буду греть мотор. И смотрите, какая река стала. Здесь вообще мель была. И там песок. Там песок. Где-то за сутки, наверное, полметра пришла воды. Да, не меньше, полметра. Нет, двое суток, по 25 сантиметров. Но это только начало. Сейчас еще вода придет где-то сантиметров 50, 100%, потому что сутки был дождь, и сейчас слякоть, снег идет. Это все тает, еще раз тает, и все быстро уровень воды поднимется. Так что вода вообще скоро весенняя будет. Ну, это громко сказано, конечно, весна, и вон до туда идет, все заливает тут весь берег в воде. И сейчас тоже нормально. Ну, это дело идет к тому, что как вода поднимется и все, лед встанет, это 100%. Резко может все поменяться моментально. Ну, такая погода, повезло с погодой. Бывало еще хуже, намного хуже. И в дождь, и слякоть, и через лед все приходится, все приходится терпеть. А сегодня вот такой дождь со снегом. Я возака, мне это не страшно. Я укутаюсь. Сейчас еще по пути сетки возьму и все. Больше уже, наверное, останавливаться на этой реке точно я не собираюсь. На первой избе еще остановлюсь, посмотрю первую избу. И все вроде охота, можно сказать, закрыта, закончилась еще не. Мотор 5 минут. 5 минут пройдет, и я поплыву. В общем, туланчик раненый у меня тут. Вон, какие раны. Сейчас хоть поснимаю. Там укусила, айда, блин. Туда. Смотри. Там почти дырка получилась в 2 местах. Но они там избушку, там территорию делят, наверное, как-то. Туда. Вон, раненый. Тула. Вот. Не хочет сфотографироваться. Тула.
Тулан. Вон оно. Ушки-то. Ушки на макушке. Вот боевик. Чем старее, тем злее становится тоже. Раньше что-то я не замечал, что кого-то она на кого-то накидывалась, бросалась. А сейчас вот уже любит драться. Ну, это нормально. Тулан подрастет, тоже будет, думаю, к собакам, к зверям злым. Главное, чтобы к людям нормально относились собаки, никого не кусали. Это проблемы, когда собака людей кусает, это уже нехорошо. Тулан ест траву, ветер, блин. Когда ветрено, все с деревьев там пока идет. Ну ладно, ребята, наверное, я остановлюсь на первой избе, там еще пару слов о поездке. Это все. Остановился на первой избе. Промок. Здесь сырой вообще. Вон как. И навстречу, когда плюешь, еще снег навстречу вообще. Одного подранка видел. Там выше, как выехал с этой таежной речки, там подранок. Подранка вообще видел. Смотрите, что у нас творится. О, еле как. Хорошо, что не на амбар упал. Вон сломался дерево. Ну это я уже в следующем году как-нибудь. Сейчас, наверное, не буду ничего трогать. Я скорее бы домой. Там, ну там два знакомых тоже. Так. Вон. Говорили, что сломали. Ну вот, похоже, да. Так. Блин, руки не слушаются. Пальцы. Так, ну что тут? Где-то они говорили, что замок оставили. Где? Вон он, ребят. Точно оставили. Короче. Куча на каен, ну холодче, уйди. Ты смотри какой. Шустрях. Короче, новый замок оставили мне. С нуля привезли. Но это я уже в следующем году повешу. А сейчас и записку мне еще. Так, она извиняет. Короче, там и извинения в записках. Ну это все понятно. Разобрались с этим. Так, дверь открытым оставили. Ну так. Ну, в принципе, все нормально. Изба целая, главное. А этот замок я уже выкину. И сейчас на зиму я замок дверь открытым, конечно же, оставлю. То летом я только на замок закрываю. Как же я замерз. Так. Ну, он как сломалось. Хорошо, что не на амбар. Если на амбар, все. Хранты. Ну и достаточно еще там. Как-нибудь надо свалить. Все хочу и не получается. Ну что я сюда остановился? Я немножко погреюсь и сейчас подниму маленькую лодку и больше уже наснимать вообще ничего сегодня не буду. Короче, мой промысел 2018 закончился, будем считать, и скоро уже будет промысел 2019, так что ждите. А в дальнейшем сейчас пойдут видео зимняя охота, походы, рыбалка. Все это будет. Канал, в общем, работает. Кто не подписан, подписывайтесь. А на этом все. Всем пока.
Я охоту закончил вообще осеннюю. Удачи!